Ключ к божественным сокровищам. Самое почетное место и самое заветное желание человека – это оказаться рядом с нашим любимцем, пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, в судный день. Нет места лучше и достойнее этого. Как же человеку достигнуть этого положения? Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «В судный день самыми близкими из людей ко мне будут те, кто больше всех произносил салават. Рядом с пророком, алейхиссаляту вассалям, окажутся те, кто часто благословлял пророка, саллаллаху алейхи вассалям». Всевышний Аллах в своем священном Коране говорит: смысл: «Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют пророка. О вы, которые уверовали, благословляйте его и приветствуйте усердно». Благословение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышним – это безграничная милость, благодать, возвеличивание Всевышним. Благословение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это ключ для нас в получении милости Творца. Тот момент, когда мы благословляем пророка, алейхиссаляту вассалям, Всевышний проявляет милость к нам десятикратно, благословляет нас десятикратно. Представьте, насколько же возвышается человек перед Всевышним при каждом чтении салавата. Однажды сподвижники увидели пророка, саллаллаху алейхи вассалям, радостным и улыбающимся. Они сказали: «О посланник Аллаха, мы видим тебя радостным». Он сказал: «Как же мне не радоваться? Ведь Джабраил, мир ему, сообщил мне, что кто один раз произнесет мне салават, тому Аллах окажет милости в 10 раз больше». Пользы от произнесения салавата очень многочисленны. Мы узнаем, что они охватывают всю нашу жизнь. Салават является причиной для решения нужд. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Кто мне произнесет в день 100 раз салават, тому Аллах решит его нужды». Салават избавляет от забот и печалей. Благословение пророка, алейхиссаляту вассалям, причиной для принятия мольбы и выздоровления. Это источник приобретения божественного света. Благословение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, причиной для принятия Всевышним раба и всех его деяний. Важное примечание. Многие спрашивают, сколько раз в день мы обязаны благословлять пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы мы стали любимцами Всевышнего, часто произносящими салават. Этот вопрос задал один из великих сподвижников, Убай ибн Каб. Он спросил: «О посланник Аллаха, я прошу Всевышнего сделать меня благословляющим тебя. Сколько раз мне благословлять тебя?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Сколько ты хочешь?» Сподвижник сказал: «Я отдам салавату четверть времени». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Как хочешь, а если увеличишь, будет лучше». Сподвижник сказал: «Я отдам салавату половину времени». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Как хочешь, но если увеличишь, будет лучше». Подвижник сказал: «Я отдам салавату 2/3 времени». Пророк, алейхиссаляту вассалям, ответил: «Как хочешь, но если увеличишь, будет лучше». Подвижник сказал: «В таком случае я буду благословлять тебя всегда». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, произнес такие слова, о которых мы должны задуматься. «Ты избавишься от забот, и грехи твои будут прощены». Благословление пророка, саллаллаху алейхи вассалям, избавляет от беспокойств. Многие люди испытывают беспокойство. Чаще благословляйте пророка, алейхиссаляту вассалям, и вы освободите свое сердце от забот, и Аллах простит ваши грехи. Трудности этого мира и вечного решаются с помощью частого чтения салавата. Представьте, что каждый салават, произносимый нами, показывают пророку, алейхиссаляту вассалям, и записывают, что такой-то в день столько-то раз читает салават и салям. Какой же будет наша встреча с пророком, алейхиссаляту вассалям, в судный день, если мы каждый день благословляли его, и каждый день он постоянно видел наши салаваты? Как передается в достоверном хадисе, пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «В Мекке есть камень, который благословляет меня каждый раз, когда я прохожу рядом с ним». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не забыл даже благословение, произносимое камнем. Вы можете себе представить, что он забудет наше благословение, мусульман из его общины? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, никогда нас не забудет. Салават обязателен в молитве. Мы читаем его в ташахуде, ат-тахияте. В пятничной хутбе, обязателен после второго такбира в заупокойной молитве. Также желателен во многих местах и случаях. Есть ученые, которые считают, что чтение салавата желательно постоянно и в любом состоянии. А в некоторых случаях он крайне желателен. Один из них – собрание мусульман. Передается от пророка, саллаллаху алейхи вассалям,
то собрания мусульман, маджлисы, в которых поминают Всевышнего и благословляют пророка, алейхиссаляту вассалям, будут приняты. Тот же маджлис, в котором не поминали Всевышнего и не произносили салават, судный день будет ущербным, и мы будем спрошены за него. Салават желательно произносить при входе в мечеть, в дом, а также при выходе. Особенно желательно произношение салавата в пятницу, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Читайте многократно салават по пятницам. Поистине этот салават доходит до меня, читайте чаще салават. Самый скупой тот, кто при упоминании моего имени не благословляет меня». Так сказал пророк, алейхиссаляту вассалям. Почему же этот человек является скупым? Потому что он проявляет скупость по отношению к себе. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не нуждается в нашем салавате, ведь его благословляет сам Аллах. Это проявление скупости к самому себе, из-за которой упускается огромное благо. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Пусть трется носом о землю тот, возле кого упоминается мое имя, а он не произносит салават для меня». Передается, что мольба удерживается между небом и землей до тех пор, пока не благословлят пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Когда вы захотите попросить что-либо у Всевышнего, начните с салавата и заканчивайте с салаватом. Есть большая уверенность в том, что такая мольба будет принята, как это передается из многих источников. Когда мы поймем и осознаем то, что нас связывает с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, это салават, станет ясным, что салават является ключом к сокровищнице Всевышнего, о котором он говорит в Коране: «Скажи, о Мухаммад, если вы действительно любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». А вот слова Всевышнего: «Воистину, Аллах и Его ангелы восхваляют пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и вы прославляете его».